ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухта отметила главный праздник современной России – День Победы. В нашем городе мероприятия стартовали в 10:00. На перекрестке проспекта Ленина и Космонавтов выстроилась колонна Бессмертного полка. Акция, которая год от года привлекает все большее количество участников, объединяет летчиков и пехотинцев, офицеров и рядовых красноармейцев, тружеников тыла и партизан. Их глаза смотрят со снимков. Их несут потомки победителей. В этот день дети, внуки, правнуки вслух говорят: герои нашей семьи бессмертны. Это фотография моего деда Епимахова Ивана Патрикевича, красноармеец. Папа прошел всю войну. 18 лет, в 42-м пошел он на фронт. Дошел до Берлина, был контужен, имел награду за отвагу. Мама во время войны тоже помогала, все для фронта. Фотография моего дедушки. К сожалению, мало подробностей знаю. Знаю, что только воевал и закончил войну с Японией уже. То есть в августе месяце, в сентябре только он вернулся с войны. Это мой папа. Дошел до Пруссии, был ранен, дожил до 71 года. Перенаполняют чувства, эмоции. Великая победа. Дед бежал из концлагеря. Сначала воевал финскую, потом Великая Отечественная. В 1942 году попадает в плен и отправляют его, видимо, в Италию. Дальше мы не знаем, теряются концы. И он примыкает к бригаде Гарибальди. Это итальянское движение сопротивления, где помогает итальянцам в борьбе с фашизмом. Это брат моей мамы. Он погиб очень молодым. Видите, всего 19-го года рождения, в 41 году он уже погиб. Ну, нас тут много. Вот это мой дед, Кочергин Пантелеймон Сергеевич. Он пришел с войны в 46 году. Он прошел всю войну. Шествие Бессмертного полка начинается от центрального перекрестка Ухты и останавливается лишь у мемориала «Вечный огонь». На этом месте в 40-е был военкомат. Именно отсюда 13 тысяч наших земляков ушли защищать Родину. И только 5 тысяч из них смогли сохранить жизни, чтобы рассказать потомкам, как это было. Мое поколение встретилось с этой войной мальчишками, а вышла из этой войны мужалыми воинами, солдатами победы. Дорогие наследники нашей победы, свято храните и берегите свободу, честь и независимость нашей матери Родины. Представители сегодняшнего поколения в ответ обещают быть достойными потомками своих предков. Вы отстояли каждый метр родной земли, обогряя его своей кровью, самоотверженным трудом в тылу, приближая нашу победу. Мы, ваши потомки, будем свято чтить память о подвиге великого народа-победителя. Митинг «Не забыть нам подвиг их великий» завершается традиционным возложением цветов к вечному огню. Только после этого колонна Бессмертного полка может двигаться дальше. Воины, которым не пришлось встретиться на полях сражений, защищая Москву, прорывая кольцо блокады Ленинграда, ступая по брусчатке Берлина, сегодня вместе прошагали по Первомайской площади Ухты. Спокойной и мирной. В этом строю они однополчане. И с каждым годом этот полк становится все больше. Победители и их потомки шагают по площади больше получаса. Да здравствует Великая Победа! Да здравствуют ветераны Великой Отечественной войны! Ура! По завершению шествия начинается официальный военный парад. В нем участвуют представители 2-го отряда противопожарной службы, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, полицейские, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, а также ставший традиционным для Ухты первый в своем роде женский батальон. А еще будущие защитники Отечества, кадеты из школы номер 18 и ребята из военно-патриотического клуба «Пересвет».
открытия парада тут же начинается театрализованное представление «Великому мужеству верность храня». Это одна из самых массовых постановок последних лет, которая воспроизводит события 40-х роковых. Начинается все с вальса. Этот танец станет для миллионов людей символом мирного времени. Июня 41-го, кануна самой страшной войны в современной истории. В сцене участвуют более 50 танцоров. Мирное небо над крепостью Бреста. В тесной квартире счастливые лица. Вальс политрук приглашает невесту. Новенький кубик блестит на петлице. Чтобы воспроизвести хронологию, начиная от первых сообщений о нападении Германии, заканчивая штурмом Рейхстага, на импровизированную сцену вышли более 500 человек. Это артисты, представители национально-культурных автономий, волонтеры и кадеты. В финале постановки 40 мальчишек и девчонок в кадетской форме выносят красное полотно размером более 100 квадратных метров, увеличенную копию Знамени Победы. Праздничные мероприятия на Первомайской площади закрываются показательным выступлением клуба «Пересвет». Но праздник на этом, конечно же, не заканчивается. Движение автомобилей в старом городе перекрыто уже с самого утра, и к часу дня тут начинаются традиционные народные гуляния. Жаль, к этому моменту на площади Связи уже сворачивается полевая кухня. Запасы солдатской гречки ухтинцы умяли за 1,5 часа. Угоститься наваристой кашей смогли 1700 человек, на 500 больше, чем в предыдущем году. Готовили ее в УГТУ. Приготовлено 140 килограмм каши гречневой, 231 банка тушенки ушла и 8 килограмм сливочного масла. Хоть каша и закончилась, творческий потенциал ухтинских артистов от этого не истощился. Песни о родине и войне звучат как на площади Связи, так и на Октябрьской. Традиционные концерты презентуют народные коллективы и студенты УГТУ. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий, поющий яркий май. Вихрь венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. По традиции Ухта отмечает победу 12 часов кряду. Для тех, кто по какой-то причине остался днем дома, приготовлена вечерняя программа у городского дворца культуры и, конечно же, салют победы.